Здравствуйте, вы смотрите «Актуальное интервью» в студии Валерия Наумова. Сегодня у нас в гостях один из экспертов Северного форума Халдар Йоханссон, исполнительный директор арктического портала. Также наш гость – член арктических комитетов, таких как Экском Европейского полярного совета и PB, поддержки сетей наблюдения в Арктике, Комитета по арктическим данным, Совета Международной ассоциации вечной мерзлоты, Совета Арктики и Арктической обсерватории. Халдар Йоханссон, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, сейчас идет активное освоение Арктики и добыча недр. На ваш взгляд, какие при этом существуют проблемы? Многие люди знают о том, что интерес к Арктике возрастает. Интерес из-за пределов Арктики тоже сильно возрос. Мы знаем, что Арктика содержит в себе 30% неиспользованных ресурсов всего мира. В некоторых случаях даже больше. Поэтому большой интерес в возможностях Арктики. С изменениями климата, вдобавок к ресурсам и смешанному интересу в мире, образ Арктики тоже очень важен. Известные международные компании и банки не дают инвестициям ход в Арктике. И это, конечно, сильно ограничивает нас, живущих в Арктике. Мое мнение, сейчас надо развивать знания, и чтобы мы могли делиться этими знаниями, чтобы мы могли лучше управлять Арктикой. Делиться знаниями, сотрудничество, как это и делается в Северном форуме, являются ключевыми факторами. И когда мы смотрим на такой регион, как Республика Саха, знание о многолетней мерзлоте становится важным. Это означает, что мы должны приумножать наши знания на местном уровне, на региональном уровне и в международном контексте. А как вы относитесь к заинтересованности в делах Арктики стран-наблюдателей при Арктическом совете, например, Китай? Мой друг в Китае говорит, что Китай заинтересован в Арктике из-за 4 причин. Во-первых, это то, о чем я уже упоминал ранее, факт того, что в Арктике очень много ресурсов. Конечно, Китай заинтересован так же, как и США и Европейская комиссия. Даже Индия сейчас является страной-наблюдателем в Арктическом совете. Во-вторых, открывающиеся возможности судоходства в Арктике. Открываются возможности грузоперевозок круглый год. Например, перевозка газа из Ямала в Китай и Японию. Это потенциально уменьшит стоимость, а также сократит время транспортировки между Азией и Европой, между Азией и Северной Америкой. Третья причина — безопасность. И здесь мы не говорим о военной безопасности, а об альтернативных маршрутах. Недавно в Суэцком канале была проблема, когда корабль встал поперек канала. И, конечно, для экономики мира очень важно иметь альтернативные пути. Четвертая причина, и, возможно, самая важная причина, связана с изменением климата и факт того, что лед в Арктике тает, и тает ледовый щит Гренландии из-за потепления климата. А такая страна, как Китай, уйдет под воду значительно, и сотни миллионов людей будут перемещены. Это очень важная и сложная проблема. Другим фактом является то, что изменение климата происходит быстрее в Арктике, чем где бы то ни было. И повышение температуры происходит быстрее, например, здесь, в Республике Саха-Якутия, чем в остальном мире. И поэтому очень важно для всех стран, которые хотят стать глобальными игроками, показать интерес и понять, что происходит в Арктике. А как развивается на сегодня арктический туризм в разных странах и какие перспективы в этом направлении у Якутии? Арктика очень разнообразная, очень большая. Разнообразная в плане культуры, природы, в плане экономических ситуаций.
Определенные части Арктики, особенно Скандинавия, смогла развить очень сильный туризм. Например, Исландия с населением меньше, чем 400 тысяч человек приняла 2,5 миллиона туристов в 2018 году. Поток туризма увеличивается, исходя от времени года. Больше туристов приезжает зимой. Это происходит из-за климата, из-за снега. Люди, которые никогда не видели снега до этого, они еще хотят увидеть северное сияние и так далее. Поэтому появляется все больше возможностей для развития различных видов туризма. Большинство туристов, которые приезжают в арктические регионы, являются хорошо образованными людьми и обычно обладают хорошими финансовыми возможностями. Такие туристы очень важны. Я верю в то, что все арктические регионы обладают большим потенциалом по развитию туризма. Но мы должны подойти к этому с большой ответственностью, потому что большое количество людей тоже плохо. Платежеспособный турист — это ключ при возможности. Часто туризм следует за инвестициями в инфраструктуру, потому что для туризма важны аэропорты, гостиницы и так далее. И, например, в Тромсе в Норвегии сначала пришла нефть, а потом туризм. Но это не означает, что я хочу освоить все запасы Арктики. Это означает, что мы должны подходить с ответственностью, хорошо обдумав наши пути развития. Мы можем поддержать устойчивое развитие промышленности и устойчивое развитие касательно туризма. Туризм может дать большое количество рабочих мест, особенно для молодежи в сельских местностях. Я думаю, что ключевым моментом для Республики Саха является развитие информационного поля об этом регионе, которое легко доступно, и я думаю, что Северный форум уже занимается этим и поможет с этим. Во-вторых, конечно, инфраструктура существует, но, возможно, нужно ее развивать дальше. И, конечно, если вы также ограничены, как я, и не знаете русский хорошо, то становится сложно. Посетив конференции здесь, я увидел, что у работников Северного форума молодежи знание английского языка улучшилось, и это, конечно, очень важно для развития туризма. Еще я вижу хорошее инновационное развитие, поэтому перспективы для этого региона исключительны. У вас очень красивая природа и многое другое, что заинтересует многих людей. Какой, на ваш взгляд, какой облик, на ваш взгляд, могут иметь арктические населенные пункты? Как я уже говорил, Арктика очень разнообразная, у нее много образов. Здесь много разных народностей, коренные и некоренные. Но очень важно для нас, живущих в Арктике, правильный имидж Арктики для тех, кто живет в более низких широтах. И для этого мы должны быть осторожными. Есть и возможность, и опасности, и это важно понять. Мое мнение, жить на севере — это привилегия, и это будет становиться все лучше и лучше. Мы должны сохранить наши корни, наших людей, наши языки. Нам надо сохранить наше самосознание. Но также мы должны думать глобально и быть открытыми миру, потому что мы живем на одной планете, и об этом надо помнить. Все зависит от нас самих. И Северный форум играет важную роль в развитии международного сотрудничества, а также в том, что мы можем услышать людей. И это важно. И несмотря на то, что мы живем в регионе, где существуют опасности, возможностей здесь все же больше. Образование и инновации являются ключевыми для будущего
для моих детей и внуков, и ваших внуков. Мы должны работать над образованием и знаниями и убрать шоры, и тогда мы сделаем этот мир лучше. Спасибо вам большое, Халдар Йоханссон, за то, что пришли, уделили нам время и за эту беседу. Ну а я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.